Здравствуйте, друзья! Сегодня мы показываем вам приветы из дома от спасенных из якутского ада. Очередной привет пришел от Персы, которую мы показывали в предыдущем ролике. Как видите, наши девчули подружились. Марха разрешает Персе быть рядом с хозяином. Это высшая степень дружбы со стороны Мархи. Марха очень ревнива ко всем, кто приближается к хозяину. А мы видим, что Перса уже рядом. Как мы и думали, девчонки наши будут неразлучными подругами. Они действительно подружились, они так хорошо друг с дружкой, когда гуляют, обращают так внимание друг на дружку, да. Но Песа не любит еще играться. Маруша ее пытается, постоянно мотивирует, но когда Маруша хочет играться, она так рычит, вот это вот у нее, и Песа начинает пугаться, что, ой, что я сделала, что ты рычишь на меня. Когда выходишь так с ними куда-то в поле, вот так вот, Маруша бегает, но Песа как на поводке, но Песа очень любит на диване лежать, вот прям бегом запрыгивает на диван, занимает себе место, и вот самое главное, как шефиня. Она, по-моему, тоже становится мужа собак. Хотя я так не хотела, я хотела ее, думала, может, моя будет как бы на меня, а она больше на него очень сильно ему радуется. И Маруша это как-то, знаешь, без проблем. Давай будем вместе тогда его любить. Они молодцы, и я прям вообще в восторге. Михей был спасен в начале 22-го года из ППЖ. Помните, тогда вытаскивали много собак и несколько белых собачуль. Некоторые уже были ранены сородичами. Вот среди них и был Михей. Долго парень жил на передержке. И вот и ему нашлась семья. Михей счастлив, его любят. И это главное. Вот такая у нас есть злая собака. Ой, что моя, на цепь тебя посадили, да? Ой, надо же, скажи, какая я злая прямо. Очаровательная коротколапка Хашика сдали хозяева. Она не успела познать все ужасы ППЖ, мы ее забрали. Малышка очень тосковала по дому, успокаивалась только на руках. Сколько же в ней ласки, трепета и нерастраченной любви к человеку. Надеемся, что сейчас в семье Хашика будет счастлива и будет в любви. Ой-ой-ой, что моя хорошая. Рыжую Лейну вы помните, друзья, как она лезла по сетке на самый верх и отчаянно выла. Завидя волонтеров, Лейна выплакала свое счастье. Вот первый привет от Лейны. Она уже дома. Пожелаем счастья семье и нашей Лейночке. Малышка Синди, эту трогательную девчушку мы забрали в августе. Тогда из вольера мы забирали 5, и в том числе ее. Недавно Синди уехала в семью. И вот первый привет от счастливой нашей девочки.
Как радуется душа, когда сравниваешь несчастную собаку в ППЖ и кадры из дома. Какой тощей она приехала и как похорошела сейчас. Очень сильно меняются собачули, когда они сытые, в безопасности, когда их любят и какими они становятся. Da mal irgendwo fallen. Друзья, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, репосты приветствуются. Это тоже помощь. Итоги наших с вами усилий по спасению должны увидеть и другие неравнодушные люди. И чтобы не было неверия и пересудов, что спасеныши наши типа шляются по Подмосковью. Это не так. И у нас есть всегда кого показать счастливыми. Только вот не успеваем и спасать, и пристраивать, и показывать одновременно. Рук и людей не хватает. Собаки понимают больше, чем мы думаем. Файза, измученная неволей и злыми соседями по клетке, завидев волонтеров, подбежала к решетке. Глаза ее наполнились слезами. Говорить они не умеют, но отчаяние во взгляде. Мы забрали Файзу, а недавно она уехала в семью. Не плачь, девочка, теперь у тебя все будет хорошо. Айса была никому не нужная. Домодекозные клещи пожирали девочку заживо. Люди шарахались от страшного щенка. Мы забрали, вывезли в Москву, долго лечили. И вот счастливая Айса носится по участку дома, здоровая и красивая. Конечно, за каждым приветом стоит большая работа многих людей. И, конечно же, большие расходы. Благодарю всех, кто помогает быть таким чудесным историям спасения.
Вы все хорошие. Хвостиками виляете. А, привет. Привет, моя девочка. Ты девочка? А, ты мальчик. Ты мальчишка, да? Ты мальчишка? Очень вовремя мы заметили прихрамывающего Ярика. Привезли и сразу в клинику. Двойной перелом. Сложная сделана операция. Затем медпередержка. Отправка. И вот первый привет от Ярика. Он еще немного прихрамывает. Нужно время, чтобы лапа зажила. Главное, что Ярик в любящей семье. Лапка заживет. Пожелаем всем здоровья и счастья. Ja, alles gut, ja, hallo. Ja, willkommen zu Hause, ne? Ja, du weißt schon, wo es hingeht. Willkommen zu Hause. Друзья, без вашей помощи невозможно спасать, содержать, лечить, пиарить и отправлять в семьи. За всем этим стоит огромный труд, нервные бессонные ночи. И, конечно, за все нужно платить. Пожалуйста, помогайте спасению, помните о них.